Здравствуйте, друзья! С наступающим с Новым годом! Программа «Просто вкусно». Я, как обычно, Петр Цупандин и, может быть, и Владимир Аргунов. И сегодня с нами Сахая Аргунова и либо Уля Лугинова. Да. Как обычно, Семен Тарбахов, ресторан Мусхая, гастростудия. Уля, спасибо, что ты согласилась быть гостем нашей передачи. Я знаю, насколько ты занята, насколько у тебя мало времени, но тем не менее это респект, это большой. Друзья, прошу любить и жаловать Ульяна Лугинова. Очень приятно прийти. Как говорится, начинающая актриса. И, собственно, как и я, да. Многие говорят, программу «Просто вкусно» уже невозможно смотреть, потому что, ведет какой-то Цупандин, да. Но что поделать, да. Сейчас уже, да. Сейчас уже по-другому. Тем не менее, мы продолжаем, мы работаем. И... Как говорится, человек меняется, что-то другое появляется, да? Ничего страшного, мы продолжаем работать. И так как у нас все-таки передача, мы ее называем кулинарное ток-шоу. Уля, с чем ты к нам сегодня пришла? Что ты будешь сегодня делать? Так, я люблю готовить легкое, вкусное и Просто правильно. вкусно. Нет, просто вкусно, да. Вкусно и по-правильному питаться. Да? Так. Сейчас так актуально. ПП. Да, ПП питание. У меня даже в социальных сетях есть ПП Лугиновы. Даже так? Да, у меня это есть хэштег такой, да? хэштег ПП Лугиновы, можете найти. Ага. Вот, перцы фаршированные с куриным филе, с овощами, вообще все просто и доступные продукты. Ага. А перцы можно фаршировать чем угодно. Вот это вот самое лучшее. Что есть у вас в холодильнике? Даже соленые огурцы, Нашли что-то, остатки какие-нибудь, да? Как пицца, короче. Да. Для стола это вообще нарядно. Выглядит, да. Слушай, когда ты начала именно, ПП? В твоем понимании? Ввиду, если честно, то ввиду здоровья, да? Самой себя и супруга. Оказывается, если очень много есть мяса, то в организме накапливается очень много железа. У меня муж... И кислоты. Да, и кислоты. У меня муж вообще как железный человек. У него ферритина было чересчур много. И нам сказали, красное мясо вообще, все, только белое. Мало-мало. Да, все, и так. поэтому мы перешли на ПП. И сейчас он легко То есть, грубо говоря, это можно прозвучать как «жизнь заставила»? Нет, жизнь... Нет? Или это был осознанный выбор? Осознанный выбор, да, осознанный выбор. Сейчас все сознательные. Все сознательные, да. Хорошо. Что, потихоньку приступаем, да? Сколько времени потребуется? Поперек? Да, поперек, Не сверху? Нет, поперек. не сверху, поперек, как лодочки. Лодочки да, делаем. и семена, все это. Добавляем вот такую овощную заморозку, смешиваем с сыром. Нет, режем вот на маленькие кусочки филе, смешиваем вместе с овощами, тоже можно, какая смесь будет, да. Лук добавляем и смешиваем со сметанкой. Можно соль, перец, все, да. Очень простой и в духовке. Все подойдет и на ужин, Итак, и на обед, да? у нас всегда так. Обычно трое работают, один работает, трое смотрят. Да? Ничего, ты тоже можешь что-нибудь там приготовиться. А Семен так готовился, он будет смотреть. Я хочу смотреть, как мужчина красиво готовит. Да. Давай, поэтому так. Я тебя предупреждал, рубрика у нас первая, она называется, немножко грубовато звучит. Как я дошла до жизни такой? Дошла? Дожила, да. Придется тебе рассказать. Откуда ты, где училась? Я из Верхневилюйска, с такого славного Улуса, да, с поселка, с села Росу, вернее. Орогу. По-якутски Орогу, да. Росла как обычная советская девочка, да, школа, вуз. И я вот в детстве очень мечтала, ты, Петя, тоже, да, мечтал стать актером. У нас мечты совпали. Да. Таким образом и сошли звезды. Да. Просто, да. Я съездил вот на выходные на юбилей школы, реально меня превратили Звезды просто встречали, да? встречали как в звезду, реально. Да, я превратился, в дрессированную обезьянку просто. Все фотографируются и все такое. То есть это, конечно, очень хорошо, да. Это не знаю, да. И в твоем случае как? Я всегда мечтала стать актрисой, красавицей, чтобы с экрана меня смотрели, чтобы в журналах была, да. Тщеславие. Тщеславие. Да. Что греха таить? Это один из 7 смертных грехов, что поделать? Это здоровое тщеславие, а не такое, да. Но мои родители были против, даже когда здесь пришли Щепкин, первый набор, на актрису. Я была уже студенткой, но я хотела бросить учебу и туда пойти сдавать экзамены, но меня не пустили.
Родители? Да. Абьюз? Ну, говорили, как ты там обеспечишь себя? Он на монете. Да. Тогда было престижно. Экономисты, юристы. Юристы. Экономисты, юристы, да, я не знаю. Я всё. тоже. А я пошел в физики. Вообще ужас, короче. И как ты дошел до такой жизни? А сейчас я телеведущий и Да, актер да. вроде как, да. Вот, ага. Ну вот, так и осталась мечта мечтой. Но мама сейчас вот свою ошибку признала. Вот человек творческий, да, Когда вот кастинг был, да, кастинг был, ты она мне рассказывала об этом, да? Да, это мне мама вот прям настояла, чтобы я пошла. Попробуйте. Да, попробовать, да. Мгм. Ну, после студенчества я сразу в госслужбу. У меня почти 20 Подожди, лет. а где ты училась? Я в сельхозакадемии на экономиста. На экономиста. Да. Ну, потому что все экономисты и все юристы, да? Да. Вот так и произошло, Ага, да? Да. Так. Я связала свою жизнь, ну вот то, что половина жизни у меня, как бы, да, 20 лет жизни, с сельским хозяйством, с аграрным производством вообще, да. В Минсельхозе я проработала около 15 лет. Ну, ходила там в бюджетное учреждение. Чиновница? Да, я чиновницей была, руководителем департамента экономики я была, в Минэкономике тоже работала. И я сейчас, как бы, я горжусь, наверное, немногие, да, работали в федеральном министерстве. Я там была начальником отдела Министерства сельского хозяйства Российской Федерации. Ты могла построить карьеру? Ну, я и, собственно, и сделала, и построила, да. Но что случилось? Что было дальше, как говорится? Я встретила прекрасного принца. Так. Вот, ну, своего супруга, Афанасия Лугинова. Мы в Москве. Можете как поле чудес привет передать? Да, ну вот, я хотела. Вот. Ну, мы здесь познакомились, но сблизились в Москве. Там мы как бы общались, встречались. Его пригласили сюда, обратно в Якутск, а я там осталась в Москве. Я купила квартиру, уже как бы думала там все, и детей, и все на свете туда как бы переведу, будем там жить. Москвичами Тем стали. более, да, работа есть, хорошая работа. Ну да. Как в министерстве, нифига. Вот. Это вообще круто. Ага, Афанасий Ну, здесь считается, был. что круто, да. Я так не Почему считаю. считается вообще круто? Я так не считаю, ладно. Ага. И вот, ну, оказалось, любовь сильнее. Я обратно со своими чемоданами сюда, в Якутск. Вот. Так бывает. Любовь бывает, сильная. Да. Ну, я здорово, так здорово. думаю, это судьба родиться нашему сыну. Сейчас ему только 2 месяца. 2 месяца, да? Я 2 знаю, да. месяца, Поздравляю да. еще раз, да. Это Его здорово, зовут это Рюрик здорово. Афанасьевич, Да. необычное имя. Да. Да. Все вот, почему Рюрик? Ну, это такое. Так придумали, короче. Мы решили так. Решили так, да. Слушай, ну, как говорится, мы с тобой знакомы именно по сериалу, да? Да, И так и познакомились, да. Расскажи, ну вот, мама подвела тебя на кастинг, да? Сказала, что вот есть кастинг, но почему нет, да? Ну да, попробуй. Ага. Какие были первые эмоции? Эмоции от чего? Ну, от того, что тебе, ну, мама После же того, тебе- как утвердили или... Нет, после того, как вообще все пошло. Ну, то есть мама тебе говорит, у тебя же мечта была, ну, условно, так, скорее всего, да? Говорит, иди попробуйся. Ты пошла. Да, я пришла. Ага. А вообще еще супруг вот так вот сказал, тебе дадут главную роль. Даже Вот так? даже так он сказал, тебе дадут главную роль. И не зная, что за роль, что за какой сценарий, да? Мы же так пошли. Да, я тоже так же, ага. Пришла, там Марфа Даниловна была, она мне дала текст, я очень волновалась. Да, и все сидят, Да, все как сидят. реально, да. Да. Я тоже там Реальный читал кастинг. такой. Да, из первую серию, Ага. вот наш этот диалог. Да. Ага, вот. Ну, они сказали, да, подумаем, ага, хорошо, и они объяснили. Там 3 главные героини есть. Ага, 3 линии. Да, 3 линии. Вот мы выберем кого-то, на кого-то утвердим тебя. Но и сказали, но это тема абьюза. Ты согласилась бы? Я говорю, ну это же моя мечта, как? Зачем? Я готова все Да. что угодно. Да, На все что угодно практически. все что угодно. Ну вот. Потом Марины тогда не было, она, видимо, на съемках была. Ага. Марина пришла и меня пригласили. Ага, И еще раз. Еще раз. Ага. И ну, она посмотрела на меня. Ага. Вот Да, так, да, оценивающе. оценивающе. Ну, это же- Но Марина, она строгая же. Да, очень строгая. Да. Марине привет, кстати. Да. Она очень строгая. Вот, ага.
Потом мне через некоторое время позвонили на главную роль Сахая, все, Сахая Аргунова. И что ты почувствовала? Я вообще, у меня крылья появились. Ой. Неужели? Да. Это как в мультиках. Нет, а самое смешное же, что это, вот я помню, что, оказывается, у нас съемки начались 6 же декабря, 6 да? декабря. 6 декабря, да. Ага. И, ну, подписка. А не разглашение. Да. Абсолютное вообще, да. Ну, то есть, можно сказать, там, жене, там, друзьям. Но вообще, сестре, брату, о да. чем сериал, что будет. И не рассказывали И не вообще? рассказывали. Я-то люблю вот делиться, вот сторисы, сторисы снимать, да. где я, что я. Ну, чтобы людям было как бы интересно, да. Но это была для меня пытка. Да, Вот пытка, это да. для меня была пытка вообще. Даже я такой, к сожалению. Ну, сейчас современные времена, скажем так. Да. Еще самое И смешное. Семен тоже такой, да, Семен? Нет, еще. Да, говорит. Ага, хорошо, да, вот так Да. оцениваешь. Молодец, Семен. Подправляю, да. Вот. Еще самое смешное, когда я сестрам сказала, моим родным, да, они младше меня, я говорю, ну вот утвердили меня на роль, там будет, ну я только вам говорю, никому не говорите, да, ну там сценарий про абьюза. Там, да, и я такая, ты будешь абьюзером? Все потому что подумали, что ты такая на самом деле, да? Я на самом деле такая властная. Типа, да? Да. Характером. Нет, не типа, я сама такая. Девушка с характером. Да. Я знаю. Ну, вот указываю, где-то командую. Действительно, в жизни же как раз скорее наоборот, да. Потому что мне тоже говорят, что Цепани сам по жизни такой. Я говорю, нет, я жертва. Я жертва. Жертва супруги, да? Ирины, да? Да, Ирина супруги. Я говорю, Ну чуть ли вот. не так, да. Наоборот, говорю. А Кто-то вот сказал Уля, говорю, вот я такая властная. Во время съемок она мне все время говорит, что командовала, говорит, и одежду за ней чемодан не таскал, говорю. Возьми это, принеси Да, то. принеси то, и водички Ну, мне так, налей-ка быстренько. да. Чуть ли не так. Нет, ну это почти что Нет, ну так. это не из-за того, что я хочу командовать. Ну, так получается. Вот я не знаю. По жизни такая. Ну вот, я переехала сюда, ну, на госслужбу, что-то не хотелось. Любовь-морковь. Любовь-морковь, хотела умеренную семейную жизнь, счастье, да, такое вот. А если в госслужбе, это там уже пропадаешь днями, сутками. Как бы я не хотела такого. И поэтому стала предпринимателем. Занялась риэлторством. Так, все знаете Туймазы. Я знаю, что ты риэлтор года. Да, я риэлтор года 2021 года. Там, мы в Москве это все отмечали, была крутая вечеринка, вообще корпоратив был в феврале. Так, этого года, ну, в 2021 году. Да, в 2021 году. Да. Так. Вот, что еще? Ну, я стала риэлтором именно Туймада недвижимость, да, потому что я, когда искала квартиру в Москве, я именно к ним обратилась. И их услуги меня вполне устроили, да, как агент со мной работал. Ну, Вообще. то есть подумал, что это как бы эталон, да? Да, ну не то чтобы эталон, они как бы работают, и Москву знают, рынок знают. Сопровождение всего. Ага. И ввиду того, что я сама жила в Москве, знаю их районы, где что, как бы для меня это будет как раз работа. Да, и буду рассказывать, как хорошо жить в Москве, там комфортно, условия, услуги, все быт, ну, все вот это вот расскажу. Как квартплата оплачивается, ну, как бы я все изнутри знаю, так как я там жила. И, ну, устроилась туда, к Евгении Винокуровой, и работала риэлтором. Легко, вообще легко. У меня очень много было клиентов и своих, потому что оказалось, что многие желают купить квартиру в Москве, так как для детей в будущем, да, ну или перепродать, сдавать, вот, так как рынок Москвы не ограничен. И еще на мою руку вот было очень много пожаров здесь, было очень холодно, и все хотели переехать. Наоборот, да. Наоборот, да, все хотели переехать. Как будто, ну, да. повезло. Ну, повезло. Конъюнктура рынка называется, да? Ага. Слушай, а что для тебя самое, ну, допустим, предпринимательство, что самое важное? Ну, скорее всего, не деньги, да? Свобода. Да. Да, свобода. Класс. Свобода. Это... Хочешь до ну, обеда спи?
Не, ну, если хочешь хорошо жить, до обеда все равно не получается спать. Но все равно график работы, план работы, что да, как ты сама от себя вот... Почему-то мне пришло, хоть до обеда спи, первое. К сожалению, увы, да, я Нет, ну можно ленивый. один день до обеда поваляться, почему нет? Да, а потом уже другие дни забить там. Но работа риэлтора это 24 часа на 7. Вот. И сейчас до сих пор это продолжается? Нет, я взяла передышку. Ну, как раз-таки, когда начали сниматься в сериале, я там работала, но я предупредила своих коллег, что я буду уходить и приходить. У меня мечта сбывается, ребята, у меня здесь мечта сейчас, сбывается здесь сейчас, поэтому мне много клиентов не надо, я только своих, все. То есть тех, которые вела, и да, все, ведешь, и все? Да, ну, потому что нужно все равно знать свою это, как бы, возможности. Ну да. Ну, все равно. Это самое главное, время упирается всегда. Все. Вот, и вдруг я оказалась в ожидании чуда. Да. Ага. Это мы узнали, когда я снималась в сериале. Вот, Кстати, вот когда ты пинал меня в снегу, я была в прекрасном положении. Хорошо, что не сильно. Не, ну это же кино. Да. Это хорошо, что не по-настоящему. Ну, да. да. Ага. Когда мы узнали с мужем, я же тогда была беременна. Я же там валяла в снегу. Да. Это... А там бы я пальцы и уши отморозил. Ну, нет, Холодно очень, зрители, вообще там было холодно. Да. Даже когда вот, помнишь, мы снимали на 202-м, к машине ты меня вот подводишь, там же такой ветер был. Ты тогда вот уши... Я уши тогда тоже отморозил еще раз. Вообще, такие вот экстремальные были. Ладно, мы давайте как бы всю дорогу стоять, рассказывать друг о друге, да, ну, это очень весело, это очень классно, это реально наполняет другими эмоциями, да, сердце, скажем так, теплотой наливается, но давай я спрошу тебя такой вопрос, он будет немножко сложный, может быть, тебе нужно будет немножко подумать, да, что самое было для тебя тяжелое в этих съемках? В этих съемках? Ой, даже вот, если бы ты спросил другое, что самое было хорошее, лучшее. Да, я специально спросил. Тяжелое. Ну, плакать. Это. Потому что каждый. Нет, вот первый день съемок. Самое тяжелое, потому что и сцена была тяжелая, надо было научиться плакать, а потом быстренько, да. Несколько дублей. Несколько дублей в этом ракурсе, в другом ракурсе. И человек совсем как бы новый. А я пришел, сказали, вот твоя жена. А вот твой муж. Вот твой муж. Вот это первый день я подумал, съемок. мы жена, я шутка. Первый день. Понятно. Все. Ага, Семен, да? Да. Ну, первый день съемок был самый сложный. Да. Мы же до тебя тоже снимали там другие вот реплики с ребенком, как мы там ходим. Другие сцены. Да. А там тут же, пришел... там вот просто обыденные сцены, и оказалось, это тоже очень тяжело. Как бы как-то говорить, как-то так. И я вот первый кадр у меня был такой. Типа я иду и говорю, иккис харды бар. Антон Маткан. Да, и я как бы сказала, как оператор говорит, ты как будто вот второй этот шаг сделан, типа так сказала. И так много раз это я повторяла, как бы, чтобы было правдоподобно. Да. Это было самое сложное. Первый день съемок. Первый день съемок. Для меня тоже самое, да. Первый день съемок это, какого черта угораздило именно эту сцену первый день снимать. Немножко там наигранно, немножко театрально, ну что поделаешь. Ну это первый опыт, да, как говорится, первый блинком. Хорошо, ну вот условно твоя мечта сбылась, да? Сметану надо было. Ай-яй-яй-яй. Видишь, за всем следит, человек, экономист-менеджер. Да. Что вы знаете о многозадачности? Не тут-то было, Семен, тут не прокатит. Ага, чтобы сочно было, чтобы, филе же оно Хорошо, сохнет. Второй вопрос тогда. То есть, опять же, про сериалы, про съемки. А что самое было прикольное? Самое прикольное? Это когда ты ударил меня об дверь. По голове.
Мы как раз сегодня разговаривали, да, да. тебя ждали до съемок, да. Там было... Реальный синяк же Нет, был, да? там было не специально, ну как бы он несколько раз как бы делал дубли, и оператор говорит, не верю, Дима не говорит, верю, да. не Да верю. вообще Вот, же, говорит, не видно, что бьет. Ну как? Я же вот так вот стукаюсь. Нет, головой. Видно, И, что как бы это. давайте один раз и Да, все. потерпишь, типа. Потерпишь, да. Это как дан. Да. Они получили. Ну, чуть ли не так, ага. Да. Так и было. Все, снято, так же было. Ну, и Ну, так сразу пошли с овощи морозильника, да, с морозилки. да, достали. Там потому что реально был этот шишка, и шишка и синяк. если бы холодом не задержали, то Да, синяк ну да. был бы большой. Вот. Ну, я, предвосхищая твой ответ, могу задать вопрос. Скорее всего, если тебе предложат еще раз, ты, скорее всего, согласишься. Конечно. Сразу же, да? Да. Это же- Как опытная уже, да. Я обязательно соглашусь. Так что, Ну, Марфа Даниловна, приглашайте. Нет, ну, может быть, и сериал, может, Ну, уже на полный метр пригласят. А вдруг да, что? вообще бы супер. Я жду такое предложение. Вдруг Спилберг звонит. Ну, почему нет, нет, надо больше мечтать. Да, конечно, это да. правильно, да. Когда мечтаешь о большом, всегда сбывается мелочь. Да. А вдруг Ну, не Спилберг мелочь, но все равно как бы... Да. То есть, если ты не готов впустить это в свою жизнь, скорее всего, это не произойдет никогда. Я вот всегда мечтаю, ну, мечтательно. Все же девушки мечтательные. Представляешь, я тоже мечтатель. Вот. Получается так, мы как с Ульяной переговорили немножко. Перец поделили на лодочки, Да. все покромсали, грубо Да. говоря, добавили соль, перец, сметанку, одно яйцо и все. Чтоб схватилось. Да, и мы сейчас закладываем это в печь 180 градусов на минут 20. На минут 20. Ну, я думаю, 20-25. 20, Возьмем 20. паузу. 20 минут так, и потом достаем, сыром закладываем, И еще, да, раз. и еще 5 минут. Все. Ага. Хорошо. И я вот хотел спросить. Ну ладно, допустим, Семен спрашивает. С Петром вы и так уже много раз снимались, так что как вы любите готовить дома? Я обожаю готовить. Я обожаю, ну, видимо, ну, ведь мне когда делали карты Бацы, Бацы, да, Бацы, мне сказали, ну, тебе нужен огонь. Огонь, чтобы... И оказалось, я очень люблю готовить, ну, у меня газовая печка, и от этого я получаю как бы энергию, как бы моя усталость куда-то улетучивается. Я От вообще готовки? с детства, да, от готовки. Да ладно. Да. И у меня есть еще пост в своем социальных сетях. Я раньше еще мечтала быть ведущей кулинарной какое-то телевидение. Петя, я конкурентка твоя. Возьмем на заметку. Да? Да. А мы нет. Ну ладно. Да. Так, выключай Раньше- камеру. Выключайте камеру. Раньше же по радио говорили, как что готовить, и я любила это слышать. Вообще. Рецепты, да, были такие, на Рецепты советском были, радио были. да, вот. И поэтому как-то я так тоже Всем тихо, хотела. погромче. Да, и также готовила. да. Радио няня, Да. радио няня. Типа, что такое было? Я люблю готовить дома. Даже это снимаю в сторизах, публикую. Очень многие спрашивают рецепт. И я точно по рецепту никогда не готовлю. Мгм. Я сама себя могу пофантазировать, что-то сделать, По наитию, изменить, да, по наитию. И пробовать тоже я не люблю, когда я готовлю. Именно в По финале. запаху. А коронное блюдо для в семейном празднике, например? Вот муж, например, А что-то я же вот- просит, наверное. Люблю По праздникам готовить мясное такое, да, хотя вот мариную там кролика, мариную курицу, мариную гуся, мариную ребра жеребятины за ночь, ну вот или в горчице, вот, и в духовке. Вот коронное блюдо это вот такие мясные блюда. Ойогос, вот это вот все. А по якутской кухне? Ну, здесь я вот услышал, что вы с Верхневилюйска, вы, наверное, зайчатину любите, да? С Ну, как- Верхневилюйска? Вы же Это сказали. Верхоянска, зайчатина. Верхоянска. Люди тоже яйца есть. Ну, зайцы, конечно, есть. Ага. Зайчатину, да, я люблю. Я зайчатину в сливочном соусе вот так вот готовлю, с чесночным. Ну, это вообще. Мясо я люблю готовить, по идее. Ну, короче, традиционно якутская получается. Да, да. Караси фаршированные у меня отменно получаются.
Саламат, у меня есть фирменный саламат. Вот когда, да, фирменный рецепт, когда гости собираются, когда мы зовем гостей, обязательно саламат, первым делом. Уляна, саламат будет? Я говорю, да, обязательно. Да, вот он, да. Да, у меня ящиками масла, поэтому покупаем, чтобы саламат приготовить. Прям с маслом все, да? Да. Все вот это все сверху. Да. Ага. Классическое. Еще есть вопросы? Ну, ты бы практически застесняла Семена, да. Чтобы немножко отвлечь внимание. Твое любимое блюдо какое? Ой, это сложно такое. Я всеядная. Ну, хорошо. Я всеядная. Нет, ну, скажем так, то блюдо, которое ты готова есть каждый день. Ну или хотя бы через день. Ну или через день. Да. Через день? Либо скажем, вот до конца жизни будет вот только вот это, например. Что ты бы ела? Нет, такого нету. Да? Такого Нет, нету. нет, да? Ага. Нет, у меня такого вот, именно это блюдо я очень люблю, такого нет. Хорошо, давай отойдем от кулинарной темы. Как отдыхает человек, который много работает? Охота или рыбалка? Охота или рыбалка? Нет, вот сейчас я не так много работаю, а когда работала вообще много на госслужбе, да, я отдыхала с детьми. У меня тогда дети были маленькими, сейчас они уже большие, сами по себе, да. Я отдыхала с детьми, проводить время с детьми максимально полезно. Да. На природу выйти, в парке погулять, в кино сходить. Ну и мы любили ходить в рестораны с дочками. Иногда вот такой выход делала с дочками в ресторане. Можно было раскошелиться. Да. Это здорово. У нас тоже. Я думаю, Семен тоже. Ну, я вот далеко за город, там куда-то поехать, такого не было, потому что я не вожу. Я не умею водить. Но, кстати, да. но в фильме Как я будто, за машиной. Как будто ты водишь, да? Да. Натереть? Ну, и все, что скажешь. Самое сложное тебе, Петя. Да, все, что натереть. скажешь, шеф, как говорится. Итак, мы взяли немножко паузу, друзья, потому что телевизионный эфир, он такой, нам нужно, чтобы печки наши... Достану. Что там у нас происходит? А я пока продолжаю натирать сыр. Вот я, кстати, хотел у вас такой незамысловатый вопросик задать, вам обоим. Даже. Да ладно. Да. Так, ну вот у меня такой незамысловатый вопрос возник. Как... Да ладно. Да. Как ваши вторые половинки, ну, настоящие, отреагировали на кое-какие сцены из сериала? Давай ты первый. Давай Я я, уступаю. Так. Старшим надо уступать. Вообще, знаешь, надо признать и сказать очень большое, огромное спасибо. Я пользуюсь случаем сказать. Достаточно. Да, достаточно, да? Давай, знай пока. Ты рассказывай. Я задержничал, извините, пожалуйста. Да. Нужно сказать, да, действительно очень большое человеческое спасибо моей супруге Ирине, потому что она была первым человеком, который сказал, как только ко мне поступило предложение, она сказала: блин, давай, говорит, это же твоя мечта. Это действительно очень круто. И... Это твоя мечта была? Она сама, да, сказала, говорит, давай, это же твоя мечта. Она знает, что я всю жизнь хотел, сняться где-то, неважно где. Вот я сейчас оглядываюсь назад, многие говорят, что, подумаешь, сериал туда-сюда. Говорю, хорошо, что не порнофильм, говорю, первый. Да. Мы так и говорим. Да, и мы так и говорим, да, и поэтому это огромное человеческое спасибо первое, да. Ну, как она это реагировала? Если она сама меня направила, мы 27 лет вместе, это доверие, Главное доверие, главное доверие, да. Это же кино, это все понарошку, это на самом деле это такого нету. То есть это огромный респект моей супруге. Да, я бы тоже также хотела бы поблагодарить супруга Афанасия. Это он тоже меня поддержал, как и вот Петю Ирина, да, поддержала. Вот сцена была же, да, у нас мы целуемся, когда ты мне шубу предлагаешь, да, подарить. И, ой, значит, иди, да, значит, иди, Петя так, Петя, говорю, Вова, и такая набрасываюсь чуть ли на мужа. И муж такой рядом лежит, и такой смотрит.
ты бы же точно поревновала? Я говорю, да, точно, я там говорю. А он говорит, это же фильм, что? Спокойно, да. Это же не... Вы же там дальше же ничего не пошло. Уже... Ну, вот, все. Не дай бог, да? Вот. И реально там никак бы Такой, не целуешь. я пошел, да. Да, спокойно. Да, я очень благодарна мужу, поэтому... А как вы реагировали на то, что вот ложитесь, снимайтесь? Вы же, наверное, не знали или знали? Не, ну сценарий же нам дали. Да, наши цены нам дали, да, потому что, ну, во-первых, нужно объяснить, сериал, он снимается, ну вот, не первая серия до конца, вторая серия до конца, а с сценами. С локацией. С локацией, да. С локацией, да. Эпизоды. Допустим, квартира Аргуновых, она снимается, допустим, первой серии чуть-чуть, 9 серии чуть-чуть, 15 серии чуть-чуть, 7 серии чуть-чуть. Переодевается и все прочее, да, потому что, ну, да, семья Аргуновых, квартира Аргуновых снимается, ну, допустим, мы, по-моему, там снимали недели 3, да? Да. Да, вот. И тебе дают только сцены, те, которые ты сам играешь. Ты весь сценарий тебе никто никогда не дает, оказывается. Ну вот там не были знаешь. сцены, вот, когда я посмотрела, ну как бы только посмеялась, ой, как так, ну это... Можно было и дальше, типа. Ну мы же там в одежде. Да. Просто это же надо тоже хорошо сыграть, чтобы зритель поверил. Поверил, да, что да, оказывается да. там, да, ну чтобы Как как вот бы реально какой-то туман Нет, Нет, остался. ну да. мы были под одной одеяло, на одной кровати, Да, как ну, бы, да, полуголые, да. полуголые. Ну, всё равно, и да, как бы там немножко. очень много было камер. Все стоят и смотрят. Нет, еще же камера была сверху. Да, и сверху так Ага, подводили, чтобы да, на да. кровати, вот, ну, над кроватью, чтобы было. То есть, не, ну это очень весело. Да. На самом деле очень весело, потому что мы вот Не, мы сняли уже- смеялись, мы не стеснялись, да, мы очень много смеялись. Очень много смеялись. Все время смеялись, потому что ну, действительно это все было весело и одно из самых таких вещей в жизни, которые, ну, я Моментов бы в жизни. я рекомендовал бы испытать это каждому, который Да, хочет. да, Да, да. это Были вообще- вот такие моменты, вот как в фильмах, моменты, где травмоопасные. Я вот сам смотрю этот сериал, и там есть такие моменты, где очень можно получить легко травму. А вот, собственно, Ну вот, же жертва. Я 2 раза получила травму, реально вот шишку себе заработала, И и вот синяк. и синяк на руке. Да. Или я Я тебя, упала так, по-моему, или я да, тебя сильно очень сжал, да, да. сжал вот так вот, даже Ты через слишком шубу. Нет, Вошел в роль, да? да, представляете, через шубу. как говорит? Ага, через шубу так сильно вот меня так вот сделало. Да, а я и- действительно очень сильный. Ага. Бойтесь сильно. Бойтесь. Вот. Еще есть вопросы? Нет, пока что нет. Так, все, ну у нас Взяли уже паузу. готово. Да. Мы Мне достаем. кажется, надо вытаскивать уже. Ага, Осторожно, готово, горячая. Да тут у вас Так. вообще горячо. Да, я это закрою. Семен сейчас, мне кажется, засервирует. Да. Где у нас тарелочки? Уже Как здесь. сервиз, да? Все, класс. И пока Семен готовит? Семен сервирует, ну как обычно, да, Да. один работает, двое смотрят. Оль, я знаю, что ты действительно творческий человек, да? Я знаю, ты пишешь. Я пишу картины. Да, ты Ага. художница еще. Ну, это очень громко сказано, что я художественная, но я и любитель. Да, я люблю рисовать, писать картины, и это очень как бы успокаивает меня. Я рисовала, когда я хотела отдохнуть, ага, отключиться от чего-то, вот, от проблем там. И ты же был у меня в квартире, когда съемки были. Да, Ты кстати, видел мы картины? снимали одну часть семьи Да, родители. в твоей квартире. Да, мои Да, родители. и это, картины висят, да, огромные, да, причем. огромные Триптихи такие Ага. четырех, эти Но они сочки были. светлые, да? Да? Ага. Я не пишу это портреты, ничего. Я вот пишу картины, как я вижу жизнь. Ага. Мгм. У меня есть своя А когда социальная началось? сеть. Когда началось это? А это началось, наверное, когда я еще работала в Минсельхозе. Я уставала, приходила и садилась писать картины. Вот я так и отдыхала. Брала холст и Брала холст и писала то, что я... краски масляные. Да, масляные, акриловые. Блин, прямо любые. сейчас дежавю мне произошло, ну ладно. Так. Что? Дежавю только что произошло, говорю. Да? Ага. Прямо сейчас. Да? Класс, Значит, да? это верно, Правильно живу. правильно живем. Ну вот, класс. Вот. Ага.
Ну и так потихонечку. Вот. И когда я стала вот свободным, ушла с работы, я стала уже принимать заказы. Предприниматель. Принимаю ты еще и заказы. за деньги пишешь? Да, Ладно. многие меня заказывают. Картины. Андрею Чикачеву привет. Мой учитель, как многие говорят. Я тоже пишу, между прочим, иногда. Ну, я не буду. Мы очень похожи, оказывается. Да, как всегда, да. Ну что, друзья, между делом, да, все готово. Я предлагаю приятного аппетита нам. И что делать? Нам ножик, Семен. Только себе. Ничего себе. Брутально. А я могу вот так отчекрыжить себе. Ну что, приятного аппетита и давайте попробуем, что получилось у нас. На запах. Классная классика. Вкусно? Просто вкусно. Просто вкусно. Слушай, ну, наверное, это будет опять прозвучит какая-то часть льсти, да, но лести. Ты еще и поешь. Актриса. Да, попить, и салфетку. Попить? Салфетку? Да. Водички? У меня водички, у меня есть стакан. Давай я налью водички. Так, наливаю воду. Семен, морс, да? Да. Вон мой стакан. Где? Да? Да. Семена морса. Полная. То вроде лохое было. Ага. Уля, ну действительно, ты еще и поешь. Ну, я тоже пою, но я не певица. Но при этом поешь. Я пою, да. И тебе не стыдно? Мне ну не как, стыдно. нет, ну не стыдно, а не это. Ну, не стыдно. Ну и не стыдно. Ну, то есть многие же говорят, я не хочу петь, я не люблю, я не умею, караоке и все прочее. Ну, да? я училась, вот есть же. Вокал. Да, вокал. Я вот ходила на курсы немножечко тоже, да. Потому что я тоже хотела петь, и я тоже не понимала, говорить, ну спой, ты же очень хорошо поешь. Она, не, я не буду петь. А я думала, если бы я так хорошо пела, я бы обязательно пела бы. Не стыд, а именно стеснение. Этого нет у Нет, тебя. стеснения такового нету. Я давно не пела. А слабо сейчас петь? Нет, ну в такой хорошей компании почему бы и не спеть? Семен, я надеюсь, не против. Да. Так, тогда я достану свой телефон. Ну, с музыкой, чтобы было, да? Ага. Давай. Давайте. Из репертуара Анны Герман песня «Надежда», но только переведенная на якутский язык. Надежда, мой компас земной, а удача. Ну ладно, ну, да, не будем это твой петь. выход. Ага. Билбет сулуспу теметыкта, кимере жетиттен теяхамта, эми атынадын кораттар, төтарал солларын оттара, буманна артманна хардактар, буманар гардак сарылар, буманна тасох артыкка, күтелер билибет саналар. Эрел бар, сиридеғи сиржит, табылы бұэр санабыт бәлеғі, бұз үрі, сөп болар илжит, тапталғын этен қал бұтөлбеғі. Надежда. Класс вообще, да. Мой компас ну действительно, земной. ну что греха таить, талантливый человек, талантлив во всем. Да, и Спасибо. поешь здорово, да, здорово. Семен, ты как скажешь? Да? Семен такой, да. Да. Как и да? Как и да? Твой вердикт? Ну, собственно, то, что ты там Просто приготовил. вкусно. Ну, он Просто почти все и съел. вкусно, да. Ну По-домашнему. что, друзья, Москва резиновая, но эфирное время, к сожалению, не резиновое. Мы на этом потихоньку закругляемся. Передача наша подходит к своему логическому завершению. У нас есть такая третья добрая традиция давать слово, не последнее слово, слово для гостей. Пожалуйста, вот на эту камеру пожелания для наших телезрителей, Уля. Дорогие друзья,
Было очень приятно, во-первых, Петя, прийти к тебе в студию. Ну, я пожелаю, чтобы ваша надежда никогда не угасала, питались правильно, да, чтобы были здоровыми и мирного неба над головой. А я еще раз подчеркну, у нас сегодня в гостях была Ульяна Логинова, моя партнерша по сериалу «Тумары», который уже, ну, скажем так, с очень хорошим успехом прошел по телеканалу НВК. Семен Тарбахов, как обычно, я Петр Цепанин, друзья. Программа «Просто вкусно», канал Якутия-24. Будьте здоровы, самое главное, берегите себя и действительно мирного неба над головой. Просто вкусно.